Уважаемый Владимир Владимирович, очень рад нашей встрече и возможности еще раз обсудить вопросы наших двусторонних отношений. К тому же, вы знаете, у нас 19 ноября текущего года выборы нового президента страны, и я уже как бы заранее начинаю подводить итоги, и я радуюсь тому, что мы вместе смогли все-таки вернуть отношения между Кыргызстаном и Россией в нормальное русло и, больше того, поднять их на уровень стратегического партнерства, на тот уровень, который должен быть у стран, у которых общее прошлое, я уверен, общее будущее, и на тот уровень, который должен быть между братскими народами. Я очень рад видеть вас здесь и всю делегацию. Еще раз с приездом. Спасибо. Уважаемый Анвар Шайхшенович, спасибо вам за приглашение. Как и договаривались с вами на встрече в Петербурге, вот, мы встречаемся сегодня уже в Кыргызстане. Действительно, вы очень многое сделали для того, чтобы отношения между нашими странами поднимались поступательно и улучшались качественно. У нас будет сегодня возможность поговорить по всем направлениям. Кыргызстан остается для нас очень важным партнером, и нам приятно отметить, что в сфере торгово-экономических связей Россия занимает первое место, хотя в стоимостном выражении там некоторое снижение мы наблюдаем, но физические объемы растут даже. Тем не менее, нам есть о чем поговорить. Объем наших отношений очень большой. Еще раз большое спасибо за приглашение. Уверен, что наша сегодняшняя встреча будет очень полезной. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые российские коллеги, друзья, очень рад вас видеть на нашей киргизской земле и, конечно же, рад возможности еще раз обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.
Символично, что наша встреча проходит в преддверии 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений. Эту дату мы будем отмечать 20 марта. И я абсолютно уверен, что и в дальнейшем наши страны будут стратегическими союзниками и партнерами, как это и должно быть между двумя братскими народами с общей историей. Хочу отметить, что в связи со вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический союз наши отношения уже переходят на более высокий уровень доверия и сотрудничества. И здесь я хочу еще раз поблагодарить российскую сторону и Владимира Владимировича Путина за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете в этот трудный переходный период, в период адаптации в нашей стране. Я могу здесь открыто сказать, что только благодаря политической воле президента России создан Российско-Кыргызский фонд развития с уставным капиталом $500 миллионов. Кроме того, тогда же было принято решение российской стороной о выделении для решения вопросов интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз $200 миллионов в качестве технической помощи на поставку соответствующего оборудования и программ. И я уверен, что назло всем этим слухам, сплетням, мы поступили абсолютно правильно. У нас это, я считаю, самый правильный путь вступления в Евразийский экономический союз. И я также уверен, что уже до конца года с помощью братской России мы решим все оставшиеся вопросы по полноправному вхождению в Евразийский экономический союз. И я думаю, что и все некоторые мелкие препоны, барьеры будут до конца года сняты. И, конечно же, сегодняшняя наша встреча, если говорить образно, она дает возможность еще раз сверить наши часы и определить дальнейшие шаги по развитию нашего сотрудничества. Поэтому еще раз хочу сказать, дорогие коллеги, друзья, добро пожаловать в Кыргызстан. И вам слово, уважаемый Владимирович. Уважаемый Алмазбек Шайхшинович, уважаемые коллеги, еще раз спасибо за приглашение. Вы только что упомянули об этой дате. 25 лет установления дипломатических отношений мы отмечаем 20 марта. За это время пройден огромный путь развития отношений между Россией и независимым Кыргызстаном. Многое сделано, хотя путь этот непростой. Становление государственности проходит непросто, но практически это во многих республиках на постсоветском пространстве. Тем не менее, мы очень рады стабилизации ситуации в Кыргызстане, рады тому, как развивается процесс демократического становления страны. Мы знаем, как непросто шли наши переговоры по поводу присоединения к Евразийскому экономическому союзу, как эмоционально и достаточно жестко президент отстаивал интересы Кыргызстана. Но всегда договоренности подобного рода – это компромисс, который устраивает все стороны, участвующие в этом процессе. Но хотел бы отметить, что в этом году Россия председательствует в Евразийском экономическом союзе в 2017 году. Я хочу пожелать вам успехов. Мы всячески будем поддерживать этот процесс. Вы сейчас только упомянули о инструментах и механизмах, которые мы специально создали для того, чтобы процесс вхождения Кыргызстана в Евразийский экономический союз был мягким, и чтобы экономика страны приспособилась к тем правилам, по которым живет и развивается Евразийский союз. В общем, мы очень рады возможности сегодня встретиться с вами, поговорить о тех планах, которые мы с вами вместе формулировали в предыдущее время, сверить часы, как вы сказали, и сделать все для того, чтобы все наши предварительные наметки были реализованы. Большое вам спасибо за приглашение.
Протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Российской Федерации об оказании технического содействия Кыргызской Республике в рамках процесса присоединения к Евразийскому экономическому союзу от 31 марта 2015 года. Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации о сотрудничестве в области борьбы с инфекционными болезнями. Добрый день еще раз, уважаемые участники сегодняшней пресс-конференции. Только что завершились кыргызско-российские переговоры в рамках официального визита в Кыргызскую республику президента Российской Федерации. Отмечу, что это знаковое событие, потому что этот визит проходит в канун 25-летия установления дипломатических отношений. Эта дата будет отмечаться 20 марта. И сегодня мы и в узком кругу, и в широком кругу практически обсудили весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества. И я не буду детально на вопросах останавливаться, скажу только, что мы, я бы сказал, практически по всем вопросам пришли к полному взаимопониманию. И при этом мы обсуждали и экономику, и вопросы безопасности, и военно-техническое сотрудничество, и, конечно же, интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе. Мы обменялись мнениями и по другим вопросам, в том числе международным. И здесь я хочу сказать, что в международных вопросах наши страны занимают в основном или совпадающие, или очень близкие позиции. И, естественно, мы рассмотрели и ход реализации достигнутых договоренностей, потому что у нас скоро ожидается в начале марта приезд премьер-министра, председателя правительства России. И мы здесь наметили тоже, чтобы председателям правительств, всем руководителям кабинетов министров Евразес было легче двигаться дальше. Я скажу так, что я и вся киргизская делегация, мы довольны результатами переговоров. И мы благодарны за это российской делегации и, конечно же, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину. По итогам переговоров принято, конечно же, совместное заявление, но и будет, я надеюсь, у нас в будущем, во время уже моего визита в Россию, подписаны и ряд других очень хороших вещей. В заключение, уважаемый Владимир, я хочу еще раз поблагодарить вас за визит, за вашу поддержку нашей страны и предоставить вам слово. Спасибо большое, уважаемый Алмазбек Шишенович, дамы и господа, друзья. Переговоры с президентом Киргизии по традиции прошли в деловой и конструктивной обстановке. Мы детально обсудили весь комплекс взаимодействия, сотрудничества, наметили конкретные планы по развитию нашего взаимодействия на будущее. Хочу сразу же отметить и подчеркнуть, Киргизия является стратегическим партнером России. Нас объединяют проверенные временем дружественные и подлинно союзнические связи. В марте этого года, как уже президент сказал, мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений. Наши страны стремятся к углублению многопланового и взаимовыгодного экономического сотрудничества. Мы настроены совместно преодолевать трудности текущего дня, спад в торговле, разработать конкретный набор мер для решения этой задачи. Условились более полно использовать преимущества, которые дает членство Киргизии в Евразийском экономическом союзе. Кстати, Киргизия в этом году председательствует Евразес, а в ближайшее время в Бишкеке должно пройти заседание Высшего Евразийского совета. Отмена таможенных, санитарных и фитосанитарных барьеров должна способствовать, да и уже способствует
формированию тесных интеграционных связей как в торговле, так и в промышленности, в сельском хозяйстве. Я хотел бы в этой связи отметить, что достаточно эффективно используя эти преимущества, в том числе используя эти преимущества, Киргизия добилась в ушедшем году очень хороших результатов на фоне всех экономических сложностей. Рост ВВП более чем 3% и рост промышленного производства более 4%. Россия активно помогает при этом Киргизии в процессе адаптации к требованиям Евразийского союза. Киргизской стороне предоставлена помощь на сумму в $200 миллионов, в том числе для модернизации объектов таможенной инфраструктуры и обустройства пограничных пунктов. Действует двухсторонний фонд развития. Мы сейчас вот только что обменивались с Алмазбеком Шашеновичем впечатлениями о том, как он работает, этот фонд. Это, в принципе, уникальный инструмент. Он создан в 2014 году с капиталом в размере $500 миллионов. В настоящее время с финансовым участием фонда в Киргизии уже реализуются проекты на сумму свыше $200 миллионов. Россия оказывает Киргизии содействие в целях стабилизации бюджета. Общая сумма соответствующих грантов составила к сегодняшнему дню $225 миллионов. Проводим постепенное списание государственного долга Киргизии. Это уменьшает нагрузку на финансовую систему страны, расчищает баланс, освобождает средства на важнейшие, в том числе социальные программы развития республики. Поддержка киргизским партнерам предоставляется и за счет беспошлинного экспорта из России нефтепродуктов. В 2016 году в Киргизии по этим схемам поставлено свыше 1 миллиона тонн нефтепродуктов. Российская компания «Газпром» ведет масштабную работу по реализации генерального плана газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года. Совокупный объем инвестиций в республиканскую газотранспортную распределительную сеть составит 100 миллиардов рублей. В результате уровень газификации Киргизии составит с нынешних 22% будет составлять 60%. Значительный вклад в экономическое развитие Киргизии вносят денежные переводы киргизских граждан, работающих в России. После вступления Киргизии в Евразес объемы таких трансфертов выросли на 18,5%. За январь-сентябрь 2016 года они составили $1,3 миллиарда США. Это почти 30% ВВП страны. Но это только то, что мы знаем по банковским и почтовым переводам. На самом деле это, конечно, больше. Киргизские граждане имеют теперь одинаковые с гражданами других государств-членов Союза права при устройстве на работу в России. Особое значение для нашего сотрудничества имеют контакты между людьми, культурные, научные, образовательные обмены. В 2016 году в Киргизии с успехом прошли Дни культуры России, неделя русско-российского кино. Киргизская сторона выразила готовность провести в этом году в России ответные Дни культуры Киргизии. В российских вузах учатся свыше 16 тысяч киргизских граждан, в том числе 5 тысяч за счет российского бюджета. В текущем году у нас на безвозмездной основе начали обучение еще 420 киргизских студентов. В свою очередь в Киргизии большое внимание уделяется изучению русского языка, за что мы особо благодарны президенту Киргизии и всем нашим киргизским партнерам и друзьям. Растет число школ с преподаванием на русском языке. Это 200 школ с обучением на русском языке, 414 на русском и киргизском языках. В сентябре 2016 года в Бишкеке при поддержке Российского фонда мира и при поддержке, конечно, наших киргизских друзей, прежде всего президента, открыта новая школа имени Антона Павловича Чехова. В ходе переговоров констатировали совпадение позиций наших стран по многим актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня. При этом мы уделили особое внимание теме совместного противодействия вызовам и угрозам сегодняшнего дня в Центральной Азии, в борьбе с терроризмом, наркотрафиком, трансграничной оргпреступностью. В этом контексте договорились активнее укреплять двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество. Подтвердили общее понимание, что
присутствие российской военной базы в Киргизии является важным фактором, обеспечивающим стабильность и безопасность в Центральноазиатском регионе. В заключение хотел бы еще раз выразить признательность киргизскому руководству и президенту Алмазбеку Шишиновичу Атамбаеву за радушный прием и обстоятельные переговоры, которые сегодня состоялись. Уверен, что этот визит, безусловно, послужит дальнейшему поступательному развитию российско-киргизских отношений на благо народов Киргизии и России. Благодарю вас за внимание. Переходим к вопросам тогда. Аслан, информационное агентство Кипресс. Пожалуйста, первый вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос. Хотелось бы получить ответ на вопрос от двух президентов, в частности, в сфере сотрудничества в сфере безопасности. Например, поднимался ли вопрос о расширении российского военного присутствия на Бантик-Кант? И, наконец, получила ли российская сторона заверение, что транзит власти в осень этого года пройдет без потрясений? Спасибо. Ну, вопрос о расширении российской базы мы даже не рассматривали. Мы рассматривали вопрос об укреплении киргизской армии, вооруженных сил Кыргызстана и об активизации поставок вооружения, оборудования. То есть совсем другая ситуация. Россия хочет помочь нам укрепить собственные, наши вооруженные силы. По транзиту власти Владимир Владимирович меня даже и не спрашивал. Я хотел бы уже от себя сказать, что если кто-то надеется сделать революцию в Кыргызстане, я хочу напомнить, что лидером обоих прошедших революций, сегодня могу сказать, был Атамбаев. И в 2005 году колонна, которая взяла Белый дом, пришлось на долю Атамбаева. И в 2010 году, если вы сейчас вспомните, где собирались возмущенные граждане Кыргызстана? Возле офиса Атамбаева. Медиафорум – это офис Атамбаева. Поэтому, если будет третья революция, ну, я не буду ее делать. Поэтому я вам так скажу. Революциям в Кыргызстане поставлена точка, потому что нам нельзя, как вот раньше песню пели, и меня Владимир всегда подкалывал, как в той песне, есть у революции начало, нет у революции конца. Уже надо работать. Кыргызстан отныне должен быть нормальной, развивающейся страной, и последние показатели показывают, что мы правильно идем. Те, кто хочет власти, не надо делать революции или лезть на Белый дом через забор. Пожалуйста, участвуйте в выборах и в парламент, и в президентских. Поэтому такие вопросы мы не обсуждали, Владимир Владимирович. Мы обсуждали вопросы экономики и развития двусторонних отношений. Значит, что касается военного присутствия России в Киргизстане, я напомню, может быть, и проинформирую тех, кто этого не знает, как возникла наша база в Канте. Она возникла по просьбе кыргызстанского руководства в 1999-2000 годах. Тогда, когда Киргизия столкнулась с атакой международных террористов, которые перешли границу из Афганистана. И тогда меня лично, действующее руководство Киргизии, попросило срочно разместить военный контингент, прежде всего авиацию, для того, чтобы была возможность эффективно бороться с террористической угрозой. Как вы помните, там были и трагические события, люди погибли, и авиация соседних стран там работала, но тогдашнее киргизское руководство пришло к выводу, что если это будет постоянно действующий контингент, который знает обстановку в республике, проводит соответствующие учения, и если уж возникнет необходимость применения вооруженных сил и авиации, чтобы действовали высокопрофессионально, точно и по согласованию с киргизской стороной. Вот откуда возникла база. Если когда-то Кыргызстан скажет, что мы укрепили настолько свои вооруженные силы, что такая база не нужна, мы в этот же день уйдем. Нам нет никакой необходимости здесь размещать контингент воинский. Он связан только с одним
с обеспечением безопасности самой Киргизии. Ну а после того, как мы начали расширять свои отношения в рамках ОДКБ, то это само собой, разумеется, сейчас президент об этом сказал, мы будем заниматься тем, чтобы и дальше укреплять вооруженные силы самого Кыргызстана. Вот мы сегодня об этом говорили, ну, собственно, не первый раз, в рамках экспертной работы на уровне ОДКБ будем спокойно, ритмично этим заниматься. Вопрос о расширении воинского контингента мы не обсуждали пока. Если Кыргызстан сочтет необходимым это сделать, мы тогда и обсудим. Но имейте в виду, что для нас это тоже дополнительные расходы. Но будем в рамках ОДКБ и на двусторонней основе будем это обсуждать, если такая потребность есть. Вот. Теперь, что касается внутриполитических процессов. Это не наше дело, мы никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран, тем более наших союзников. Но я присоединяюсь полностью к тому, что было сказано президентом Атамбаевым. Мы исходим из того, что на всем постсоветском пространстве мы должны ценить стабильность. И исходим из того, что любая смена власти должна происходить в рамках Конституции и действующего закона. Пожалуйста, продолжаем от российских журналистов. Будьте любезны, Интерфакс. Агентство «Интерфакс». Владимир Владимирович, тема Евразес является одной из ключевых тема Евразес является одной из ключевых в ходе вашей поездки. Вот какие вы видите позитивные моменты на пути сейчас вот в этом интеграционном объединении? Обсуждались ли перспективы развития Евразес? Может быть, какие-то сложности? Ну, в том числе, например, в свете последних действий белорусского руководства. В том числе в свете последних действий белорусского руководства. Ну, я скажу последовательно, по мере того, какие вопросы вы формулировали. Я считаю, что интеграционные процессы на постсоветском пространстве абсолютно естественное дело и чрезвычайно полезное для всех. Мы много раз это обсуждали, говорили. Нам от прежних поколений досталось много из того, что представляет абсолютную ценность и чем мы в прежние десятилетия не очень дорожили. Но нам, скажем, вот, ну, возьмем пример европейской интеграции. Там для того, чтобы им между собой разговаривать, там 28 переводчиков работают. У нас есть русский язык, который является языком общего общения, межгосударственного общения. Это на самом деле не только технический вопрос, это и вопрос, в который заложена и в значительной степени экономическая субстанция, как это не покажется странным. Затем у нас есть общая инфраструктура, транспортная, сеть дорожная, железная дорога, энергетическая инфраструктура. У нас очень высокая степень кооперации, доставшаяся нам еще из советских времен. Не дорожить всем этим, не придавать этому новое качество и не использовать было бы просто глупо на фоне того, что в мире происходит. А в мире везде происходят региональные интеграционные процессы, очень активно развиваются. Вот что мы видим в качестве результата? Ну вот смотрите, мы фактически открыли свой рынок для товаров наших партнеров. Но мы заинтересованы в этих товарах. Вот только что мы с вами, я думаю, что вот Пул тоже там этот был, да? Мы были в Таджикистане. Но мы заинтересованы в товарах, поступающих из Таджикистана. Это прежде всего плодоовощная продукция. Так же, как и заинтересованы в товарах из Кыргызстана. И это дешевле, это даже качественнее, чем мы получали раньше из многих стран, в отношении которых ввели определенные ограничения на поставку на наш рынок. Рост экономик всех этих стран очевидный. Это на фоне очень скромной позитивной динамики российской экономики. В Кыргызстане уже 3,8% роста ВВП и 4,1% рост промышленного производства. Но очевидные преимущества. Такие же преимущества и для нас. Поэтому я считаю, что это естественный абсолютно процесс. Было бы глупо всем этим не воспользоваться. Что касается споров,
то они тоже вполне естественны, эти споры. И каждая страна отстаивает свои интересы. Вот я сейчас приводил цифры поддержки со стороны России, мягкой адаптации киргизской экономики к требованиям Евразийского экономического союза. Но у нас и с белорусскими нашими друзьями тоже споры идут, и поиски решений этих спорных вопросов. Должен сказать, что Беларуси мы, конечно, оказываем помощь несопоставимо большую, чем Кыргызстану. Если я сказал, что вот мы там на обустройство границы Кыргызстану помогли, там 220 миллионов, там 225 миллионов, 200 миллионов долларов дали в виде грантовой поддержки, значит, 500 миллионов это фонд для развития, из которых 200 с лишним миллионов уже в работе, то это почти $1 миллиард, то одних кредитов, выданных на Белоруссию, свыше $6 миллиардов. Рынок наш полностью открыт для белорусских товаров. Беспошлинные поставки нефти на белорусские предприятия идут. А перерабатываемые нефтепродукты поставляются Белоруссии за границу со взиманием пошлины и зачислением этой пошлины в белорусский бюджет. Если вы посмотрите цифры, которые предоставляет МВФ, то вы увидите очень впечатляющие цифры скрытой и прямой поддержки белорусской экономики. Но мы об этом не жалеем, потому что, что называется, в долгую и российская экономика получает и получит от этого выгоды, от совместной работы, потому что это усиливает наш синергетический эффект и повышает нашу общую конкурентоспособность. Поэтому это для нас не выброшенные деньги, это все просчитанные шаги в расчете на будущий результат. Ну а споры всегда есть. Я уверен, что мы найдем выход из любых, даже, казалось бы, очень трудных ситуаций. Следующий вопрос. Ханат Ханиметов, общественный Первый канал. Первый канал. Здравствуйте. Первый вопрос у меня, я адресую Алмазбеку Шаршеновичу. Есть силы, которые пытаются представить уголовное дело в отношении Умирбека Черкешевича как политически мотивированное. Что вы могли бы на это ответить? И действительно ли можно считать, что считать это политическим преследованием Текебаева? Об этом расскажите, пожалуйста. Вы знаете, я об этом говорил, по-моему, первый раз еще в 2010 году, что в то время как погибли люди на Майдане, на нашем Бишкекском, в то время как на юге страны в этнических столкновениях погибли люди, кто-то здесь распиливал миллионы. Я об этом в 2010 году говорил. И после этого я неоднократно говорил, что все это однажды выплывет наружу. И вы знаете, я смотрел вчера вечером сайт российский, куда дал интервью этот гражданин России, который осмелился дать показания уже. У него спросили, почему вы так долго не обращались тогда. Он просто сказал, я боялся и не верил, что президент возьмется за это дело, потому что, я не буду скрывать, все думали, что и Атамбаев, как многие другие, есть в доле. Что он в доле. А то, что в Кыргызстане, в Бишкеке, к сожалению, после революции 2010 года было мародерство, был рэкет, всякая грязь была, ну это же правда, это мы все знаем. Это правда. И горькая правда то, что кто-то погибал, простые люди, а те, кто через их смерть, на их крови пришел к власти, они потом стали зарабатывать деньги. А то, что сейчас не только Текебаев, а уже многие деятели, скажем так, которые пришли к власти в 2010 году и руководили силовыми ведомствами, были руководителями Временного правительства, об этом кричат. Я думаю, они просто боятся, что их темные дела тоже выплывут, потому что
Я еще раз скажу, что вор должен сидеть в тюрьме, кто бы это ни был. Кто бы это ни был. И если ты стал в 2010 году членом Временного правительства или там кем-то из руководителей, это не должно быть индульгенцией. Вот в этом беда всех революций, что простые люди погибают, а кто-то потом на этом наживается, делает деньги большие. Поэтому я здесь никакой политики не вижу. Я вижу политику в том, что многие другие стали бояться, что и их дела выплывут наружу. Я бы сказал бы так, открыто. И тогда они тоже скажут, вот это тоже репрессии и так далее. Слушай, какая это репрессия? Это чистой воды мошенничество и коррупция, потому что, ладно бы, если бы только 2 гражданина России заявили. Во-первых, их будет больше, потому что много свидетелей было. И во-вторых, об этом случае уже последние 3 года, по-моему, все время твердит экс-депутат от этой же партии, Атамекен, Абдрахманов Эмирбек. Поэтому другое дело, что все это будет выплывать. Я не знаю, следующий президент, у него хватит духу вот это доводить, но при мне это будет доводиться до конца. И потом, когда я уже не буду президентом, я все-таки останусь в политике, и поверьте мне, вот вчера, когда у меня были родители погибших ребят, дети приходили, они требовали только одного, что те, кто на крови зарабатывал деньги, вместо того, чтобы честно работать, те должны заплатить в полной мере. Я считаю это справедливо. Это урок будет и на будущее, что не надо больше, вот как в русской поговорке, есть такая поговорка, для кого-то война, для кого-то мать родна. И поэтому еще раз говорю, нам надо дать навсегда урок всем этим мародерам, тем, кто их покрывал, рейдерам, коррупционерам, чтобы неповадно было, потому что многие поднимались из-за того, что жить было тяжело. А и в 2005 году, и в 2010 году мы видим, что история повторяется в том плане, что кто-то из этого фактически делал деньги. Так я скажу. И поверьте мне, я не удивлюсь, что если завтра эти показания посыпятся как поток, потому что все думали, что Атамбаев в доле. Атамбаев никогда не воровал. Он заработал. Когда Атамбаев стал уже миллионером, многие сегодняшние миллионеры только бизнес начинали. Салымбеков только начинал. Бабанов учился в сельхозакадемии в Москве, а я уже был здесь долларовый мультимиллионер. Я хочу об этом еще раз напомнить. Может быть, я чересчур эмоционально, но надо уже работать, прекращать все эти революции, потому что мы видим, что просто гибнут простые граждане. И хочу сказать, что страна другая, другие силовые структуры, другая власть, другой президент, которому доверяет народ, и больше бардака в стране не потерпит. Все вот такие попытки силового давления, они будут жестко пресекаться. Кто хочет власти, пожалуйста, 19 ноября выборы нового президента Кыргызстана. Пожалуйста. И заключительный на сегодня вопрос от российских журналистов. Пожалуйста, Первый канал. Добрый день, Первый канал, Михаил Акинченко. Владимир Владимирович, вы сейчас достаточно подробно остановились на итогах вашей поездки в Бишкек, но за последние дни вы посетили сразу 3 среднеазиатских республики. Как бы вы охарактеризовали отношения, которые сегодня складываются с этими республиками, и какие перспективные направления сотрудничества с этими государствами вы видите? И, если позволите, один вопрос немного не по повестке, он касается сирийского урегулирования. Владимир Владимирович, как вы оцениваете нынешний этап сирийского урегулирования? Не мешают этому процессу такие действия, как санкции со стороны Совбеза ООН в отношении Сирии? И как бы вы охарактеризовали роль других государств в урегулировании сирийского конфликта? Спасибо, извините за долгий вопрос. Спасибо. Значит, что касается тех стран, где мне удалось побывать, это вот Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан, это наши стратегические
партнеры, стратегические союзники. Во всех этих странах Россия занимает первое место по уровню торгового оборота. И несмотря на все сложности текущего дня, экономического характера, эта позиция за Россией остается. Я уже говорил о том, насколько эффективно функционируют наши структуры в сфере Евразийского экономического союза, и лучшее подтверждение тому рост экономики и промышленного производства в этих странах. Это объективные данные, объективные цифры, они сами говорят за себя. Что является еще существенным для нас в сотрудничестве? Ну, допустим, Таджикистан не является членом Евразийского союза, но на двусторонней основе у нас очень добрые отношения и позитивно развивается экономика. Есть вещи, которые мы должны регулировать в двустороннем порядке, ну, например, создание логистических центров в Таджикистане, о чем мы договорились сейчас, будучи в этой республике, для поставок ускоренной и максимально дешевой продукции на наш рынок, вот особенно в преддверии наступающего сезона. Мы договорились о создании там логистических центров и о продолжении практики льготирования таможенного тарифа, железнодорожного тарифа. В общем, мы по всем направлениям достаточно активно работаем. Но не менее важной составляющей является и обеспечение безопасности, борьбы с преступностью и терроризмом. Особенно это важно в этом регионе, с учетом того, что в соседнем Афганистане проходят очень сложные и, если не сказать, тяжелые процессы, вызывающие у нас общую тревогу. Но все эти государства являются членами Организации коллективной безопасности ОДКБ. Мы и на этой площадке будем дальше согласовывать наши совместные действия и предпринимать необходимые усилия. Но и вот в ходе этого визита мы говорили об этом очень подробно и обстоятельно. Теперь, что касается Сирии, нас не может не радовать, что очень позитивно прошел и закончился астанинский процесс в Астане, безусловным результатом которого является закрепление режима прекращения огня и создание механизма по контролю за прекращением огня. Без этого невозможно было бы продолжить и женевские переговоры. Но там все идет не так гладко, как бы хотелось, но Астана всегда у нас как бы есть, что называется, в запасе, это площадка. Мы очень благодарны руководству Казахстана за то, что президент включился и лично принимал участие даже в ходе этого переговорного процесса. Что касается санкций, то я думаю, что сейчас это совершенно неуместно в отношении сирийского руководства, потому что это не помогло бы переговорному процессу, а только мешало бы или подрывало бы доверие в ходе этого переговорного процесса. Россия никаких новых санкций в отношении Сирии поддерживать не будет.